Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амши-Юкшара. Деловые встречи, подписание соглашений, обсуждение перспективных проектов. В Сухуме состоялся 8-й Абхазо-Российский деловой форум. Подвели итоги и определили планы на расширенное заседание в Министерстве обороны. В Сухуме состоялся 8-й Абхазо-Российский деловой форум. В нем принял участие президент Рауль Хаджимба. Главный вопрос – экономическое взаимодействие между двумя странами. В обсуждении приняли участие около 400 человек, представители власти и бизнесмены Абхазии и России. Среди основных тем встречи – обсуждение перспективных совместных проектов, в том числе в области туризма, сельского хозяйства, инструментов продвижения торгово-экономических связей. В рамках форума подписан ряд документов о торгово-экономическом сотрудничестве. Также впервые прошла церемония награждения победителей ежегодного национального конкурса в области предпринимательской деятельности. В работе делового форума приняли участие и наши корреспонденты. Репортаж Низ Фаршба. Стратегические приоритеты и актуальные вопросы экономики двух стран. На этой уникальной площадке инвесторы и те, от кого напрямую зависит ситуация в абхазской экономике, представители власти, встречаются не впервые. Форум 8-й по счету. Мы очень благодарны и искренне ценим ваш интерес к Абхазии. Мне приятно это подчеркнуть, и я считаю, что это очень важно. Наша страна открыта для конструктивного диалога, направленного на партнерские отношения. Мы готовы к совместной работе и реализации взаимовыгодных проектов, выработке мер и сотрудничеству, преодолении ограничений и препятствий для более глубокой интеграции экономических отношений Абхазии и России. Президент Рауль Хаджимба пожелал новых идей, полноценного конструктивного диалога, которые лягут в основу союзнических отношений Абхазии и России. За прошедшие годы, с момента проведения первого делового форума в 2009 году, проделана огромная работа по укреплению без преувеличения братских отношений между нашими странами. Создана широкая договорная база. Наряду с базовым договором о союзничестве и стратегическом партнерстве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией подписано 130 межгосударственных соглашений, охватывающих практически все сферы взаимодействия и сотрудничества. Приветственное слово главы российского государства участникам форума зачитал посол России в Абхазии Семен Григорьев. Владимир Путин пожелал удачи и плодотворных результатов. В повестке нынешней встречи вопросы наращивания нашего взаимодействия в таких важных взаимовыгодных сферах, как торговля, сельское хозяйство, туризм, поддержка значимых научных, образовательных, культурных контактов. Рассчитываю, что решения, выработанные в ходе форума, найдут применение на практике, будут способствовать эффективной реализации большого потенциала нашего сотрудничества. В рамках пленарного заседания было подписано соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Абхазии и Ивановской области. Также был подписан договор о поставке инертных материалов из нашей страны в Российскую Федерацию между Объединенным перерабатывающим комплексом и фирмой «Технология». В завершении пленарного заседания чествовали победителей ежегодного национального конкурса в области предпринимательской деятельности. В этом году лучшим производителем-экспортером промышленной продукции стала компания «Вина и воды Абхазии». В номинации «Лучший абхазо-российский бизнес» победила компания «Аквафон». Фирма «Лооди» пансионат «Сосновая роща» признана лучшим объектом размещения санаторно-курортного сектора. А ресторан «Ирцах» индивидуального предпринимателя Ирины Зарко удостоился победы как лучшее предприятие в сфере торговли. Номинация «Прорыв года» досталась Сухумскому молочному заводу. Лучшим предприятием в сфере торговли признана фирма «Азит». Победителем среди предприятий сельскохозяйственной отрасли стала компания «Авая Агро». Организаторами Абхазо-Российского делового форума традиционно являются Министерство экономики двух стран. Ожидается, что столь важное экономическое мероприятие станет очередным шагом в направлении укрепления бизнес-сотрудничества между Абхазией и Российской Федерацией. Низ Фаршба, Роберт Ломи, Беслан Джинджоли. Абхазское телевидение.
Подробный репортаж с пленарного заседания делового форума смотрите в нашей программе сегодня. Тепличный комбинат «Кындык-Агро» – самый крупный инвестиционный сельскохозяйственный проект в Очимчирском районе. В данный момент на комбинате завершаются монтажные работы. Все оборудование переводят в автоматический режим, и совсем скоро он будет введен в строй. Премьер-министр Беслан Барцыц, министр экономики Атгур Арзынбай и участники 8-го Абхазо-Российского делового форума посетили предприятие и проинспектировали ход работ. Репортаж Ренаты Шакая. 340 миллионов рублей общая стоимость тепличного проекта «Кындык-Агро». Из них 250 миллионов рублей получено в рамках российской инвестпрограммы. Остальная сумма – это собственные средства предпринимателей. Объект построен по самым современным технологиям – от отопления до вентиляции. Осмотрев теплицу, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Пристансков отметил, что Российская Федерация впредь будет поддерживать подобного рода проекты в Абхазии. Та площадка, где мы сейчас находимся, конечно, произвела серьезное впечатление. Это успешный пример реализации той инвестиционной программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которая между нашими странами сейчас присутствует. Как я понимаю, вот со слов представителей завода, это полностью автоматизированная территория, требующая при этом минимум человеческого ресурса, но около 50 человек будет в постоянном режиме обслуживать его. И, конечно, вот, это достаточно масштабная работа. И правильно, что заработала очень успешно совместная наша программа поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Более того, я скажу, что в Российской Федерации мы, в свою очередь, сняли ограничения на участие иностранных лиц в уставном капитале предприятий среднего и малого бизнеса. Соответственно, любой иностранный гражданин, в том числе и гражданин Республики Абхазия, будет пользоваться наравне с россиянами теми же самыми правами и доступом к механизмам государственной поддержки, которые есть для россиян. Тепличный проект «Кындык-Агро» рассчитан на более чем 50 рабочих мест. Заработная плата сотрудников в пределах 25 тысяч рублей. Объект находится на стадии завершения. В данный момент идут монтажные работы. Это будет самый большой тепличный комплекс в Абхазии, где выращивают огурцы и помидоры. Это один из проектов, который был поддержан как раз-таки на площадке 7-го экономического форума. Было подписано соответствующее инвестиционное соглашение о начале финансирования. Сегодня мы видим хорошие результаты этой работы в течение года. Практически уже комплекс готов к началу работы. Осталось только осуществить посадочные мероприятия, которые пройдут уже буквально в течение ближайших недель. Реализация этого проекта даст возможность создания новых дополнительных рабочих мест. Порядка 60 рабочих мест у нас появится. И объемы производства и соответствующее налоговое отчисление будут существенным показателем для пополнения бюджета Очимчирского района и республики в целом. Использование для обогрева теплиц термальных источников, которых немало в селе, позволяет заметно сократить себестоимость выращиваемых овощей. В год планируется выращивать до 2000 тонн помидоров и огурцов. Это предприятие одно из крупнейших в рамках этой программы в Очимчирском районе, одно из крупнейших, да и в целом по программе. Наши гости, которых мы сегодня сюда привезли, это предприятие им очень понравилось. Особенно они обратили внимание на то, что это предприятие работает на наших природных источниках, горячих источниках, которые позволяют минимизировать затраты на электроэнергию и отапливать это предприятие за счет природных ресурсов. В целом оценивают наши гости позитивно эту программу, ее результаты. Я думаю, что по тем договоренностям, которые у нас есть, мы будем продолжать эту программу, преодолевая те трудности и препятствия, которые существуют. На территории в 4000 гектаров высадит почти 95 тысяч саженцев. 3000 гектаров рассчитаны на выращивание томатов, оставшиеся 1000 под посадку огурцов. Данный проект рассчитан на экспорт. Готовности уже 90%, 18 будет посадка, таким расчетом. А дальше будем вывозить в Краснодарский край краснодарские овощи. Мы контракт заключили с ними, и через них магнитум поставлять будем. Уже через несколько недель начнется первая посадка саженцев в теплице. Первая партия овощей поступит на прилавки местного рынка уже в феврале следующего года. Рената Шакая, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В рамках Абхазо-Российского делового форума в Сухуми прошло 4 круглых стола. Все они были посвящены проблемам, с которыми сталкиваются стороны в процессе двустороннего экономического сотрудничества. Смотрите репортаж Ирины Ашба.
На базе Абхазо-российского межгосударственного договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Республикой Абхазия и регионами Российской Федерации подписано множество двусторонних соглашений. Некоторые из них успешно реализуются. Но многие договоренности пока остаются на бумаге. Почему? Что необходимо сделать для их реализации? Об этом говорили за круглым столом на тему «Межрегиональное сотрудничество как базис взаимодействия России и Абхазии», который провели торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов и президент ТПП Абхазии Геннадий Гагулья. Между Министерством по курортам и туризму Абхазии и Управлением Международного федерального российского агентства по туризму заключено соглашение о сотрудничестве. Круглый стол с участием министра по курортам и туризму Абхазии Автандила Гардския и его коллеги из Кабардино-Балкарии Мурата Шагинсукова, а также туроператоров и ательеров из Абхазии и России был посвящен вопросам дальнейшего сотрудничества. В частности, обсуждались перспективы и планы. Перечисляя проблемы, стоящие перед абхазским туризмом, замминистра по курортам и туризму Астамур Ахба выделил основные, среди которых назвал логистику, страхование, квалифицированные кадры и сервис. Чтобы продвигать торгово-экономические связи Абхазии и России, необходимо развивать специальные инструменты. Какие именно, обсуждали участники третьего круглого стола, в работе которого приняли участие президент правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов, советник министра экономики Абхазии Иракли Лакырба, депутаты парламента Республики Абхазия, представители таможни. Вопросы взаимодействия с разными звеньями торгово-экономической цепи, взаимоотношений с ритейлом, с дистрибьюторами, проблемы поставщиков и потребителей обсудили в ходе работы круглого стола. Потребности России в продукции достаточно широкие. До сих пор свыше 50% широкой линейки импортируется из-за пределов Российской Федерации. И, в общем-то, в ближайшие годы сказать, что какая-то ситуация переломится нельзя, поэтому потребности, они крайне высоки. Соответственно, в этом контексте, конечно, предъявляется целый ряд широких требований. Ну, непосредственно, если про потребности, например, про плодово-овощной продукции, которая может, например, предлагать Абхазия, в этой линейке, наверное, потребность практически присутствует в каждом товаре. Важным моментом работы круглого стола была презентация концепции строительства морского транспортно-логистического комплекса на озере Скурча. Презентовал проект директор Института экологии Абхазии Роман Дбар. При возможной реализации этого проекта значительно увеличится объем грузовых морских, железнодорожных и автомобильных перевозок через территорию Абхазии и южный транспортный коридор Российской Федерации. А с учетом близости аэропорта Бабушара в перспективе и воздушного транспорта для обработки широкого спектра грузов. Проект также предусматривает строительство бизнес-зоны для оказания услуг и сервисного обслуживания предприятий и иностранных компаний. По предварительным расчетам стоимость проекта на озере Скурча составляет приблизительно 2 миллиарда рублей. Общее время реализации данного проекта может составлять 24 месяца, то есть 2 года. И таким образом при реализации этого проекта будет получен очень существенный социально-экономический эффект, который будет проявляться в таких вещах, как независимый выход крупнотоннажных судов в любые иностранные порты мира, активизация деятельности Северокавказского региона России, Краснодарского, Ставропольского краев, что окажет существенное влияние на экономическое развитие Республики Абхазия и южных регионов России. Создание в Ачимчинском районе дополнительных порядка 500 рабочих мест, из них 300 только в МТЛК. И таким образом, учитывая мультипликативный эффект от подобных инвестиций, в данном районе, естественно, значительно и существенно может быть поднят уровень жизни. Чем привлекателен для деловых людей такого рода форум? Проект по Скурче сразу заинтересовал потенциальных инвесторов. Например, крупнейшую в Краснодарском крае компанию АЛК++ Company, которая занимается инвестициями и строительством. Считаю, что данный проект очень перспективен для предпринимательства как Абхазии, так и российских предпринимателей.
Месторасположение идеально. Сегодня мы съездили второй раз на данную площадку. Считаем, что очень перспективно. Это будет один из, я считаю, что вообще-то один из важнейших проектов на данный момент Абхазии. Мы начали глубже изучать этот проект и видим все больше и больше в нем плюсов. И надеемся, что он будет в ближайшее время претворен в жизнь и принесет пользу как и государству Абхазии, Республике Абхазии, так и будет интересен для России как транспортный такой логистический узел. У него большое будущее, я считаю. Четвертый круглый стол был посвящен обсуждению перспектив развития малого и среднего предпринимательства в контексте сотрудничества субъектов России с Абхазией. Модераторы встречи – замминистра экономики Абхазии Заур Гулия и генеральный директор института Евразес Владимир Лепехин, по мнению которого в Абхазии выгодная и благоприятная налоговая система, но этого недостаточно для привлечения инвестиций. Все должно быть в комплексе, отметил Лепехин. По его словам, для эффективного развития экономики Абхазии и привлечения иностранных инвестиций необходимы полноценная банковская система, доступ к информации, правовая защищенность, безопасность и возможность получить прибыль от вложений в республику. Без всякого сомнения, в Абхазии очень такая выгодная налоговая ситуация, и законодатели постарались, и исполнители постарались. В общем, если сравнивать налоговую систему Абхазии с соседними странами, с Россией, там, с Грузией, там, с кем угодно, то очень такая благоприятная ситуация для этого. Вот. Но условия для инвестора заключаются не только в том, да, что благоприятная налоговая система, но и в совокупности всех других условий, то есть в комплексе. Площадка для обсуждения различных вопросов. Место, где устанавливаются деловые контакты и решаются проблемы, которые возникают в процессе двустороннего сотрудничества. Все это Абхазо-Российский деловой форум. Ирина Аршба, Алексей Гухава, Стамур Гошба, Роберт Ломия. Абхазское телевидение. Развитие двусторонних связей с участием Российско-Абхазского делового совета, Международного культурно-делового центра Республики Абхазия, торгпредства Абхазии в России. Под таким девизом в рамках делового форума прошло заседание делового совета. В нем приняли участие представители бизнес-сообщества Абхазии, депутаты парламента. Репортаж Сарии Смар. О проблемах бизнес-сообщества Абхазии и России и перспективных направлениях сотрудничества говорили сегодня члены делового совета. По словам торгового представителя Абхазии в России Олега Барцыц, есть определенный потенциал и багаж знаний, с которым представители бизнес-сообществ Абхазии подошли к 8-му деловому форуму. Олег Барцыц отметил, что в промежутках между форумами ведется активная работа различных экономических ведомств и структур. Подписывается множество соглашений между торговыми представителями. Пора вот эти все замечательные соглашения, все эти договоренности, заключенные, пора их как-то, если позволите, монетизировать. Вот хорошо было бы, чтобы все это перешло в практическую, наконец-то, плоскость. И не просто для того, чтобы мы упомянули на очередном форуме или на каком-то другом мероприятии об этих достижениях, а для того, чтобы и бюджет страны, и стандарты жизни наших людей ощутили бы от этого какой-то позитивный эффект. Мы должны создавать наиболее выгодные, наиболее благоприятные условия для того, чтобы наши люди стали заниматься бизнесом, экспортоориентированным бизнесом. Руководство Абхазии в первую очередь заинтересовано в развитии экономики страны, отметил в своем выступлении председатель Российско-Абхазского делового совета Андрей Сергеев. Есть множество вопросов как с абхазской стороны, так и с российской, которые необходимо решать сейчас. И в первую очередь нужно озвучить все проблемы, которые существуют у обеих сторон. Экономика – это двигатель прогресса всегда было, есть и будет. И на самом деле, чем лучше будет развиваться экономика, тем будет лучше жить граждан наших государств, в конце концов, да, действительно, и в Абхазии в первую очередь. Есть абхазский бизнес, который хочет приходить в Россию, который что-то делает, который производит, да, пускай он действительно невелик, но экономика России на сегодняшний день переварит любую абхазскую продукцию в любом ее количестве. И здесь не нужно там даже думать об этом, да. Вот, все, что произойдет в Абхазии, Россия точно съест, потребит, и в хорошем смысле этого слова, действительно.
Вот. И есть две проблемы. Это не то, что две проблемы, есть две стороны медали. Есть проблема с этой стороны, есть проблема там с российской стороны. Да? Поэтому, если что-то мешает абхазскому бизнесу развиваться с этой стороны, на территории Абхазии, да, нужно об этом говорить. Если что-то мешает Российской Федерации продвигаться российскому бизнесу на рынок России, да, нужно тоже об этом говорить. Да? И то, что мы сегодня с вами обсудим, надо было бы хорошо бы подытожить и хорошо бы действительно зафиксировать, да, для того, чтобы потом на 9-м форуме или 10-м, да, мы могли сесть друг с другом и честно поговорить. На сегодняшний день в Абхазии существует ряд предприятий, чья продукция известна далеко за пределами нашей страны. К примеру, появившаяся совсем недавно на абхазском рынке продукция с Избала стремительно покоряет и российский рынок. Еще одна компания «Дары Абхазии», производящая джемы из фихуа, а также различные компоты, зарекомендовала себя как производитель высококачественного продукта во многих регионах России. Правда, сегодня предприятие не может расширяться из-за проблем с финансированием. Недолго мы работаем, всего 3 года как. И за эти 3 года могу сказать смело, вам, Олег Псасович, большое спасибо за ту поддержку, которую вы нам оказывали. И мы приняли уже на 3 выставках «Золотая осень» участие, получили 4 золотые и 3 серебряные медали за свою продукцию. Вышли на российский рынок, удачно вышли, подписали 2 договора, по которым работаем. Нам что не хватает, это немного поддержки. Во время делового совета отмечалось, что сегодня существует большая проблема с кредитованием среднего и малого бизнеса на территории Абхазии. По этой причине многие предприниматели вынуждены терпеть убытки. По словам депутата Народного собрания Абхазии Натальи Смыр, в парламенте уже обсуждался вопрос о внесении изменений в закон о кредитовании предпринимательства в Абхазии. По словам представителей Российско-Абхазского делового совета, необходимо создать наиболее выгодные условия для развития экономики страны. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. В рамках 8-го Абхазо-Российского делового форума в Сухуме была открыта выставка-ярмарка ивановской текстильной продукции. С ассортиментом выставленного текстиля ознакомились и наши корреспонденты. Ивановская область на протяжении многих веков является ведущим текстильным центром России. Продукция, выпускаемая на местных фабриках, всегда пользовалась спросом не только в Российской Федерации, но и за ее пределами, в том числе и в Абхазии. Выставка-ярмарка, организованная в Сухуме Торгово-промышленной палатой Абхазии совместно с ТПП Ивановской области, призвана показать абхазскому потребителю ассортимент и качество текстиля, производимого сегодня на ивановских фабриках. У меня родилась идея, что каждому хотелось бы пощупать, потрогать, что вы представляете. Придя, рассказав, вот я умею это, я хочу вот это вам представить, вот это. Вы покажите. И у меня родилась такая идея организовать выставку, чтобы пришли те же самые бизнесмены, те же самые жители Абхазии и посмотрели, что и по каким ценам. Домашний трикотаж, постельные принадлежности и белье, спецодежда, медицинская форма. На выставке представлен хотя и большой, но не весь ассортимент продукции, которую сегодня может поставлять на абхазский рынок Ивановская область. Следует отметить, что технологии производства ивановского текстиля постоянно совершенствуются. Производители используют только экологически чистые материалы и наполнители – хлопок, верблюжью и овечью шерсть. В ассортименте также антиаллергенные постельные принадлежности. По словам Татьяны Круковской, бизнесмены Иванова заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Наша цель основная – это именно открыть магазин. Да, внедриться на рынок. Мы готовы принимать заявки на любые объемы. Возможно, даже у нас будет не магазин, а типа базы. Что вот пришли, заказали, поставить 3 дня и продукция здесь. В рамках Абхазо-Российского делового форума был подписан договор о сотрудничестве между ТПП Абхазии и ТПП Ивановской области. И, возможно, уже в ближайшем будущем жители Абхазии смогут приобретать качественную текстильную продукцию на территории республики по ценам от производителей. Ирина Аршба, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. К другим темам. В Минобороны Абхазии подвели итоги подготовки вооруженных сил за текущий год и определили задачи на подготовительный период обучения. Подробности в нашем следующем сюжете.
В Министерстве обороны Абхазии на расширенном заседании под руководством министра Мираба Кишмария были подведены итоги подготовки вооруженных сил за 2017 учебный год и определены задачи на подготовительный период обучения. С основным докладом выступил начальник Генерального штаба вооруженных сил Республики Абхазия Анатолий Хрулев. По его словам, в ходе учебного года мероприятия по подготовке войск, запланированные на период обучения, выполнены. Также обеспечено поддержание выучки войск на уровне, гарантирующем их способность вести боевые действия в различных условиях обстановки. В вопросах боевой готовности зимний и летний периоды обучения начались с проведения в воинских частях тактико-строевых занятий по боевой готовности, на которых отрабатывались вопросы действия личного состава, подразделений по боевой тревоге, организация охраны и обороны территории воинских частей согласно боевого расчета. По итогам занятий уточнены боевые расчеты, внесены изменения в планы охраны и обороны. Кроме того, были заслушаны доклады заместителей министра обороны о проделанной работе за этот учебный год. После подведения итогов начальник Генерального штаба поставил задачи на подготовительный период обучения. Министр обороны Мираб Кишмари обратил внимание присутствующих на состояние воинской дисциплины в воинских частях и подразделениях. Он подчеркнул, что необходимо проводить работу с офицерским составом, с тем, чтобы они четко осознавали ответственность за вверенный им личный состав и материально-технические средства. Мы должны с объединенной группировкой, которая у нас создается и создана, должны совместно с Российской военной базой проводить занятия, проводить другие мероприятия, которые должны приносить пользу нашей армии. Учиться у них, как бы брать у них пример, другие вещи, которые они действительно, они более обеспечены технически всеми средствами. И мы должны на этой базе, на этой технике учиться. В случае чего, что во взаимодействии с 7-й военной базой мы должны выполнить любую задачу. У нас одна задача – это обеспечение безопасности нашей Родины. По завершении совещания министр обороны наградил медалями оборонного ведомства военнослужащих, проявивших себя в ходе 2017 учебного года. Посол доброй воли Абхазии «Мисс Мира-2008» Ксения Сухинова приехала в нашу страну с благотворительной миссией. Она посетила 3 многодетные семьи в Сухуми, в селах Абгархук и Меркула. Посол передала им необходимые лекарственные препараты. Также Ксения Сухинова посетила Сухумский государственный лицей-интернат имени Кондрата Дзидзария. Посол доброй воли передала интернату 75 теплых одеял. Ксения Сухинова присоединилась к благотворительному движению «Послы доброй воли Абхазии» чуть больше месяца назад. Это ее первый визит в нашу республику. Девушка признается, что для нее быть послом доброй воли Абхазии – это большая ответственность. С собой 75 пледов для деток. Я думаю, что им теперь будет тепло, комфортно и уютно спать. И когда они вернутся с каникул, они обрадуются таким небольшим подарком. Я знаю, что я могу сделать пару семей немножко счастливее и немножко принести больше добра. И, конечно, для меня большая честь, ответственность больше. Детишки наши очень обрадуются, я надеюсь. Вот приедут они с каникул, и все чистое, теплое, хорошее, уютное. Вот они поселятся в эти свои комнаты. Спасибо всем большое, кто обратил на это учебное заведение внимание. В Абхазию завезен груз ядохимикатов, необходимых для проведения мероприятий по борьбе с вредителями сельхознасаждений. Пестициды и феромон, бифитринин, которые должны применяться против мраморного клопа при лечении цитрусовых насаждений, а также вакцины для предупреждения заболеваний крупного рогатого скота были доставлены при посредничестве аппарата полномочного представителя президента по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам. Сейчас ведутся интенсивные переговоры с международными организациями по вопросу оказания помощи в борьбе с мраморными клопами. По оценке специалистов, необходимо 2-3 года агрохимических мероприятий для полного уничтожения вредителей. Груз ядохимикатов на общую сумму 2 161 550 рублей передан Министерству сельского хозяйства и Государственной ветеринарной службе Республики Абхазия. Продуктовый магазин и столовая сгорели в ночь на 27 октября в Сухуме. Загорелось одноэтажное строение по улице Эшпа 166. В нем были расположены продуктовый магазин, столовая и подсобное помещение. На место происшествия прибыли 4 пожарно-спасательных расчета. Пожарным удалось локализовать огонь, но большая часть помещений сгорела полностью. Пострадавших нет. По словам одной из владелец магазина, примерный ущерб составил около 2 миллионов рублей. Там получается
мясо у нас где-то на миллион товар, на миллион у нас оборудование лежит. Отсюда печки, я не знаю, около 2 миллионов у нас там пропало сегодня. Все без работы остались, люди без работы, нам детей как дальше воспитывать, я даже не знаю. Это продуктовый был магазин, да? Да, это продуктовый был магазин. В пятницу утром на место происшествия прибыли инспекторы отдела государственного пожарного надзора МЧС Абхазии. По их оценке, общая площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Предположительно, пожар возник из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Инспекторы также отметили, что отсутствие на объекте пожарной сигнализации не позволило вовремя оповестить спасателей о возгорании. И в завершении выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, в субботу в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В воскресенье погода ухудшится, будет облачно, дождь с грозой. Температура воздуха ночью 11-13, днем 17-19 градусов. Температура морской воды 18 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.